по-другому ощущаешься в другом месте. Поехали! И вот так, друзья, легким мгновением, щелчком пальца мы ощущаемся в Казахстане. В столице Казахстана, город Астана. Приехал к Роману The Рыбалка. Итак, вот я, Роман, The Рыбалка канал. Всем привет. Он меня встретил в городе Астана, Казахстан. И завтра мы с ним поедем на рыбалку. Роман, ну куда мы поедем? Как далеко? Мы поедем в Атбасар. Наконец-то Слава к нам зиму привез. Вот снег идет, похолодало, а то у нас прям погода была ужасная. Ну все. На самом деле мы вовремя смылись. У нас 49, минус 49 градусов. Уже поставили новогоднюю елку. И нашим холодом решили поделиться с Казахстаном. Так, приятного просмотра. Поехали. Поехали. Итак, такое утро. Вид из нашего отеля. Ну вот, дорогие друзья, вчера мы с Семеном приехали сюда, в город Астана. Нас остановили вот в таком отеле. Благо, это хороший знакомый Романа. Посмотрите, вот небольшой экскурс по нашему отелю. Все так довольно чисто, приятно. Сейчас мы идем завтракать вниз. Вот такой вот здесь электронный ключ. Изнутри он открывается просто, а снаружи только ключом. Поэтому не забывай. Идем завтракать. Бесплатный завтрак. Вроде бы как бы. По запаху дорога, да? Да, идем по запаху в сторону кухни. Бесплатный завтрак утренний. В таком вот. Внизу есть то ли ресторан, то ли что ли вот. И шведский стол. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас очень обширная программа. Во-первых, мы должны заехать в рыболовный магазин. Хочу сделать небольшой ролик. Потом будет у нас, сказали, обед. Очень вкусный. Семен, что, едем или как? Едем. Рыболовный магазин, да? Да. Все, в общем, спасибо этому отелю, спасибо хозяевам за теплый прием, то, что нас... Спасибо нашим друзьям. Спасибо нашим друзьям, спасибо Роману, что вчера все договорился за нас. Кстати, Роман подъехал вот на таком Лексусе. Смотрите, у него там и печка, там вон видна, и палатка. И он приехал не один. Он приехал с каким-то другом. Роман приехал со своим другом, Спартак. Вот такая у него машина для рыбалки. Lexus, канал The Рыбалка. Вот такой наш отель снаружи. Вот мы здесь вот вчера приехали, переночевали. Аргонаты 13. Один баллон тебе скинем. Посмотрите, как много вещей у Романа. Прям все серьезно собрано. Спартак тоже на машине, да? Я так поприветствую. Понял, ясно. Хорошо. Закинешь его в день? Да, я потом заберу. А то мы реально не влезем. Спартак, вот тебе в автомобиль от меня такой сувенир. Вот, дарю, клевая рыбалка, это оберег. Его вешаешь, ну на зеркало так вешаешь. Это конский волос вот, у нас считается, ну, символ этот. Вот, держи, что приехал. Благодарю. Подписывайтесь. Лева Рыбалка, Якутск.
Так, что там? Удобно тебе? Ну, вообще круто. Или это не очень? Не, нормально. Так, что ближе, аптека или сотовая связь? Слушай, ну... Пару каких-нибудь таблеточек от кашля закинуть. Смотри, там постепенно все это будет. Ну, это будет все на меня как бы падать, От я буду тебя. все это от всего этого отбиваться, Будешь потихонечку. уворачиваться. Итак, друзья, подъехали вот к такому магазину, Big Fish называется. Мне вот интересно цены в Казахстане на рыболовные снасти и так далее просто. И, собственно, хочу купить сапоги для рыбалки, поэтому давайте посмотрим. Вот такой магазинчик. Смотрите, при входе сразу все для подлетки есть. Вот. Ну вот стоит 5000, например. Примерно. Вот это вот тубус такой. Или подожди, 4000 рублей получается. Такой тубус. Печки. А парыш у них стоит 50 рублей получается, да? А, 40 рублей. 40 рублей. Ну, парыш такой нормальный. Вот. Ну, цены практически примерно как у нас, наверное. Чуть-чуть подешевле наших. Танаровские 4. Ребят, сапоги выбирают. Так, ну вот по обуви здесь вот кабланы есть, оказывается, тоже довольно надежные, поэтому возьму. Тут где-то 5000 рублей, сказал Рома. Вот. Идет, такие возьму. Нет рублей. Мягкая, да, улица? Да, такая мягкая. ага. Вот. Сейчас подъехали еще в очередной магазин рыболовный. Посмотрим цены там. Посмотрите, у Романа ведра какие. Специально для живца, друзья. Я впервые вижу, что рыбу покупают в магазине, чтобы поймать рыбу. Вот есть у них тут баночки, сразу вижу. Можно и тут приобрести баночки, видимо. Вот. Цены вот посмотрите на ящики рыболовные. 6000 тенге. Довольно бюджетно. Вот такая сумочка. Вот ведерко 9000. Как у Ромы. Довольно крупный магазин. Вот так у нас, друзья, вот такого еще нету в Якутске. Поэтому Семен сейчас, как будущий бизнесмен, смотрит, Да. как же все-таки живут рыбки. Мы это будем делать в городе Якутске, да, друзья? Да, бизнес какой-то. Да. Только у нас, наверное, будут осетры, наверное, да? Что-нибудь такое. Нальмушки, да? Вряд ли у нас кто-нибудь будет покупать такой. Да, точно. Ну, хотя могут покупать. А? Почему нет? В городе Якутске могут покупать. Да? Да? Мне кажется, могут покупать. Вон, воду берут с этого, прям с бассейна. Там у них кислородится все. Ну, прикольно, да. Итак, друзья, вот побывали в различных магазинах. В общем, закупили все, что нам необходимо. Сейчас мы выезжаем. И перед выездом мы решили заехать к одному своему хорошему знакомому, который давным-давно мы с ним знакомы. И место представить. Вот он находится в этом месте сейчас. Большой такой какой-то торговый центр, да, это? Это торговый центр, да. В торговом центре в этом. Называется Керуен-Сити. Снега нету практически, посмотрите, вот. Огромный такой вот центр торговый. Итак, друзья, представляю вам Марат Исманов.
Здорово, как дела? Марат. Привет. Вот, друзья, человек, о котором я вам говорил, Марат Исманов. Мы с ним давно знакомы. Летом, ребята. Да, вот. И Добро здесь он пожаловать. работает. Спасибо мне, Марат. Давай посмотрим, что здесь можно покушать у вас. Вот, друзья, приехали в город Атбасар. Вот сидит Мирам, уже ждет нас. Не дождался, уже рыбачит. Конечно, это шутка. Сейчас мы заезжаем через центральный въезд, и будет достопримечательность трактор Казахстан, если я не ошибаюсь, надеюсь, это он. И мы его обязательно сейчас посмотрим. Вот он уже. Да, Рома здесь у нас немножко, ну, гидом у нас как бы участвует. Вот. И потом мы едем в гостиницу, которую Мирам для нас нашел. Потом пойдем в Дом культуры. Итак, приехали в город Атбасар. Так, друзья, вот этот трактор, который был в нашем детстве. Называется он Казахстан. В 1954 году они начали осваивать целину степи. Челябинский тракторный завод. Добрались, дорога хорошая, гололёда место. Я, к сожалению, в Атбасаре только Рома знает только одну достопримечательность в Атбасаре. Это вот этот трактор. Но думаю, что Мирам нам расскажет чуть побольше. Извините за то, что у меня пропал голос. Просто я, когда выехал из города Якутска, немножко оделся, ну, как бы, в общем, немножко простыл где-то. Кто? Ром, ну скажи, что за место, куда мы подъехали? Это место, в котором мы всегда встречаемся, когда едем на рыбалку, с рыбалки. Это знаковое место, трактор. Я не знаю, что это за трактор, это какой-то НТЗ, наверное. Но он, ЧТЗ. он стоит здесь, получается, в честь основания города, я так понимаю, потому что город этот основан именно вот на целине. В 1954 году начался. Понял, все. И вот он, получается, помогал этот трактор осваивать целину, пахать эти земли. Вот именно вот этот трактор помогал. Ну, это, наверное, один из первых, я так понимаю, тракторов. Он, конечно, уже не живой, но Не, вот он ему так-то памятник нормальный. поставили. Ну так-то нормально его еще, он как бы своим ходом заехал сюда. Вот. Все, едем. Ну, поехали. Дом культуры. Ром, значит, смотри, вот тебе такой подарок от нас. Вот. Это коробочка в якутском, ну, стиле таком для украшений твоей супруги. Вот. Чтобы она свои украшения ложила. И вот у тебя есть хорошая машина, я знаю, дорогая, да? И вот это ювелирное украшение от компании УРО, это якутский дейбиль называется. Летом, вот. Ну, это миниатюрная форма, а на самом деле он большой, я тебе потом его покажу. Отмахиваться от комаров, в общем. У нас вот с Семеном есть атрибут национального костюма, да? И пусть этот оберег, вот этот 5 вот этих вот, 5 глаз, ну это мужской как бы, он оберегает тебя и твою машину, и твою семью. Всё. Вот. А это выпрямится она со временем, вот эти волосы. Ну, ее сюда можно На. пока положить? Можешь туда, можешь коробочку обратно положить. А, коробочка есть. Да. Спасибо. Спасибо Моисею за предоставленные это подарки. Вот. Ссылочки на Моисея оставляю в описании. Кстати, у них это новогодний розыгрыш, друзья. Участвуйте. Это получается как оберег работает, да? Да, да, билет. От всяких злых духов. Да, да. И от сглаза, наверное. И еще вот я тебе в прошлый раз не дал такую штуку. Вот, это будет магнит от клевой рыбалки на холодильник. Ой, у меня, кстати, ой, А он нет, тут висит календарь есть. календарь, да, и рядом у меня же магнитная она такая большая доска, и вот рядом повесить. Можешь повесить его, да, туда.
Так, друзья, сейчас вот в Казахстане купили вот таких раков. Это получается копченый, да? Холодного копчения, да? Нет, Или это вареный. вареный. Вареный рак, вот, да. Впервые буду пробовать рака. Как креветка, да? Да. Только чуть, ну, рыбный такой вкус есть, ага. Насыщенный как будто. И сок такой, да, в нем? Ты мясо-то вынул, да? Подсоленный. Мясо вынула, ага. Ну, пустая, все. Теперь клешню. Клешню, да? Ну. Отламывай. Ты ее сразу можешь с костями. Сейчас. Интересно, интересно такой. Так. На горе свистел. Что там? Когда рак на горе свистнет. Нас тогда нас Мирам позовет. Ну, уже раков Пока начали мы кушать. ждем. Пока у нас закулисье. И он такой соленый, да? Ну да, Под да. сло- под- Просто, видишь, креветки мало кто вот так варит и с солью. Оно тоже было бы, наверное, вкусно. Ну, у рака более яркий вкус. Да, он насыщенный такой, да. Да. Ну там в специи ничего не добавляется. Там Знаешь, только укроп кидают. я вот и последний вот раз ел больших раков, прям огромные Вот. были, Ага. как омары. Ага. Вот у них нету такой романтики, вот как здесь. Как маленьких. То есть Да. у них вкус не такой. Ну, просто достаешь кусок, там, ну, здоровый кусок, получается, хвост вот такой огромный, да, ты его кусаешь, как шашлык, и он так особо не чувствуется, ни вкус, ничего. А здесь, когда ты тут каждую эту выковыриваешь, Мгм. он, видишь, как закуска идет. Да, пиву, да? Да. И вот Так и их, так. короче, когда в килограмме там больше штук, тогда интереснее там сидеть, как семечки щелкаешь. Ну это очень мелко. Это мелкий, да. Ну, попробовать взяли. В принципе, есть можно. Так что, спасибо. Все, заходим в клуб. Здравствуйте. Рахмет, что пришел к нам. Слово пацана. Рахмет, что приехал. Сейчас заходим. Что, Ром? Классный концерт, да? Да. Только начало.
Здесь первые ряды, чтобы было всем удобно, комфортно, была теплая, приятная атмосфера, поэтому прошу всех немножко спуститься в первые ряды. Проходите. Вы будете снимать, да, или будете смотреть концерт сейчас? самое главное, старшему поколению, которые, думаю, с детства, с рыбалкой и сейчас уже вместе с нами смотрим эти прекрасные ролики с Якутии.
подписчик клевой рыбалки, да? Да, Саха Якут, Салем. Я с ребятами служил в Монголии, в Чечне, в учебке. Ребята, привет, кто мне помнит, имена я позабывал. Я был командиром танка, старшиной роты. Всем привет, ребята, кто мне помнит. В учебке и в войсках в Уламбаторе, Монголии. Слава Богу. Счастливо, Рахмет. Здоровья. Давай, брат. Итак, друзья, вот сейчас после мероприятия, после концерта мы с Мирамом приехали вот в такой, это Шанра, наша юрта. юрту в такую, да, вот. Ну это как вот заведение, да, ну ваше, в виде юрты, посмотрите, вот, я сейчас покажу. И здесь присутствуют друзья Мирама, близкие одноклассники. Нам накрыли такой, Джикси, откашлюсь. Ты мясо еще не видел? Мясо сейчас подойдет. Нам накрыли вот такой замечательный стол, ребята. Сейчас мы будем кушать, знакомиться, общаться, разговаривать, вспоминать, может быть, какие-то старые моменты наши. Год друг друга не виделись. Да, мне больше, по-моему, даже. Чуть-чуть больше. Вот. Мирам здесь немножко украсил, повесил флаги. Вот. Дружбы народов. И вот наш стол, посмотрите. Мирам, спасибо за организацию. Всегда рад. Рахмет. Весна. Такой замечательный стол. А знаешь, оно очень долго тепло будет. И Ну, лес уже. Закуску в еду не превращать. Что это такое? Аскарин пса? Слава Богу, сейчас. Как я люблю говорить с этим маленьким фужером, но с большим чувством. Хотел бы наших дорогих гостей поприветствовать, то, что добрались до нашего Казахстана, до нашего любимого города Атбасар. Очень рады, давно мечтали. Честно говоря, в том году, когда Мирам уехал к вам в Якутию, я белой завистью завидовал. Он меня звал, не знаю, как вы меня звали или нет, но он меня звал с собой, но у меня, увы, работа не получилась основная. Планировали летом тоже немножко не получилось. Вот твоей супруги, Акмарал, да? Акмарал. Вот она то, что тебя отпустила когда-то в Якутию, купила тебе билет, там, вот. И такая шкатулка, для ювелирных украшений. Вот всем тебе, твоим друзьям даю по магнитику, вот раздай. Сейчас раздадим. Ага. Ну так, пустишь. И вот у тебя машина же есть, видишь? И вот это директ на магнитике, рыбалка. И Ильи. У тебя есть, да? Спасибо большое, конечно. Завтра будет. Спасибо. Специальную машину купим. Ты думаешь, он лучше? Не-не-не. Всем. Все, Рахмет. Мирам, блин. Спасибо большое. Я у меня уже. И это, еще не все. Еще не все. В прошлый раз ты, когда уехал, ты же забыл забрать якутский нож, поэтому ему придется вот этот нож Мирама, который он, когда приезжал ко мне, забыл. Вот я ему сейчас его привез. Вот. Под подушку оставил. Держи. Красавчик. А этот нож я хочу, чтобы ты передал Марату Исманову, когда он приедет. Его просто нету сегодня здесь. Он звонил. Да, вот этот нож. Хорошо? Главное, увиделись, да, вчера? Да, Я его да, мечтал. Да, все, давай, забыла. көкжиек күн сәулесін таратқанда бақыт бар көрінбейтін арақ таңда күзеп тап кеткен жол көрсін мәлікке. Вот карта. О, хорошо. Да. Похоже на то. Только вот так режем. Мы на этот, как его, на досточки не режем. Есть, которые режут, но есть, которые не режем. Он не режет. Я не режу. Вот он дари. Бешбармак, блюдо. Это Слава твой? Ого. Ну, потихоньку можешь
Да есть должен. Правильно? Ты сказал? Да, конечно. Ничего не должен. Он левша видел, да? Левый режет. Тоже один левша. Тоже левша. Смотри, видишь, как красиво режет. Левый же. Слава еще. Кетто. Жве, Мирама. Песня называется «Алгыс». Көкжиек күн сәулесін таратқанда бақыт бар. Так, друзья, ну в общем, пришел на озеро с ребятами. Буду рыбачить на Вагнер Виб. Есть Рейндж Вибы, есть Вагнер Вибы. Вот. Я рыбачу на Вагнер Виб. Так. Решили мы сделать такую тактику. Поисковая сегодня рыбалка, потому что егерь сказал, что рыба не клюет. Очень неактивная. Поэтому будем искать. Спасибо за бешбармак родителям Мирама. Вот вчера с праздничного стола кусок урвал мяса. Сейчас вот немножко поем, так сказать, подкреплюсь. В эти дни ничего не ел, практически голодал, потому что просто лежал. Так что извиняйте, друзья. Рома там уже одну щучку выдернул. Давайте, наша очередь что-нибудь поймать. Сейчас пойдем. Вот Илья с Мирамом очень быстро установили жерлицы. И вот у них уже вторая сработка. Вот там вот на первой маленькая щучка попалась. Сегодня они на тройники вроде как рыбачат. Вот на той жерлице вон щука попалась. Здесь, видимо, Илья вымотку ждет, когда начнется. Не заглотил, видимо, еще. Что там, следующая сработка опять?
друзья, вот посмотрите, сейчас у Семена дернула здоровая щука и оторвала ему прямо вот, выпрямила поводок. Братан, да, сюда выпрямила. Маленький. И вот еще подъехал Марат Усманов. Вот. И я для него делаю подарок вот такой. Нож якутский ему хочу вручить. Держи, Марат. Где? Чего размер? Давай. Большой размер. Вот это уже настоящий. Да. Будешь носить. Я тоже такой. Все правильно. О, спасибо. Наша, ты где? Ну, Полгода даже нет. Не перебирали ничего, как вот были. ты еще не рыбачил, да, еще? В этом году? Нет. Да. Вот только Первая рыбалка, ну давай. Какой-то бур такой. А это? Стой. Морфина. Надо ставить жирницы, да? Да, надо это. Вы не тройники не брали, не перебирали, нет? Это Кустарный. Производство? Ага. Россияне? По-моему, клевая, что ли, называется она? Регат, по-моему, или что-ли, ФР. Завтра я утром уже свои достану, поставлю в любом месте. Спокойно. Завтра мы уже туда, где этот ловится, пойдем. Вот. Оказывается, у ребят здесь больше работают жерлицы. Карен с Мейрамом что-то там рассказывает. Карен сейчас будет вытаскивать жерлицу маратовскую. Ничего нету. Холостая сработка. Тоже зубаш. На жерлице Не, ну твои это, поставим. конечно, надо, ребят. Сами будете ловим тянуть. Это же классика. Ау, пластик. Семена говорит, руку чуть не оторвала. Да у Семена руку оторвать, конечно, постараться надо. Не, здесь дуры есть, хорошие. Я говорю, вот недели или полторы назад. 160, да? Что-то 5-600 он. На блесну? На... Нет, он уже садил. А, на этот, на жерлиц? Ага. Десятку на жерлиц? Да, на блесну не О, тяни, тяни. Видишь? Мы приносим удачу. А, зажег слова. Слава, обрыбился. Спасибо. Казахстанская щука. Да, Вышка смелая. починам, да. Неужели? Это все потому, что я подошел, понимаете? Вот приношу удачу. Ты снимаешь, Я да, Слава? подошел, я сразу поймал, да, вот меня все снимают. Ребят. Давайте покажем всем. Да, сейчас выкинем его. Ну вот, друзья, первая щука на блесну. Это Обычно. блесна. Блесну, Виктора. кстати, подарил, да. Виктор Рыбанутый. Рыбанутый подарил. Хочу, брат. Спасибо. Виктор Фишинг. Вчера мы ее с Мирам мэтовали. Собственно, ну вот смотрите, интересный такой окрас светлый. Довольно интересно, да. Золотистый металлик. Ну. Полторушка, да? Нет, не Нет, пирожка, это у вас рыбалская 600, щука. 800. Да. Попалась, скажи, да, Слава? Ну, поздравляю. Спасибо. Все правильно. Так и надо. Начало есть, еще Да. больше поймаешь. Там один раз отключишь. Ну вот, друзья, стоял, разговаривал и, собственно, поклевка. Флажок у Ильи сработал. Все побежали снимать. Рома, Мирам. А мы издалека снимаем. Ага, у Миранова сзади флажок у него сработал, а он не видит даже.
побежал. Увидел, что у него флажок сработал. Илюх сидит. Мирам уже тащить начал сразу. Угу. Опять карандашик. Мирам не торопится. Так, Марат Исманов сам тащит. У них сбило опять. Так, а там Мирам что у нас? Ух ты, как он засекает его, а? Ну такая, я скажу, мелкая. Очередная сработка у Мирама. А что-то не выкручивает. Видать, мелкая опять. Карандаш. Ждет, пока заглотит как следует. У Ильи что ли так сработает где-то? Ну, а вон та дальняя. Точно. Стрельнула. Ага. Сейчас посмотрим, что ребята поймали. В основном вся щука здесь клюет на жерлицы, на маленького живчик, на мелких живчиков, которых надо ловить, покупать в магазине. И совсем еще нет. Вот Мирам поймал, посмотрите. Безглазую щуку. Он глазу поймал, да? Без глаза, да. Чуть побольше моей, да? Ну, чуть-чуть. Думаю, в нем 4 есть. Моя вот такая вот. Ну, самая крупная, ребята, щука ушла, конечно же, у Семена. Вот. Карабин разогнул. Где-то по 10, да, наверное, у него была. Карабин. Вечер, завтрашний день. На 8 килограмм карабин разогнула и ушла. Сегодня огонь надо как-то. А, тоже может. Ну вот, друзья, на этом, пожалуй, мы заканчиваем сегодняшний сюжет. Вот. Сегодня я поймал одну щуку на блесну. Считаю, что это дар Баяная. Вот. Потому что все равно мысленно я его просил дать мне улов, рыбу. Вот. И он меня послушал. Услышал мои молитвы, так скажем. Ну, ребята, у Семена сегодня был срыв хорошей щуки. Ром сегодня тоже поймал 2 рыбок маленьких. А, ты 3 поймал, да? 3? Не, я одну щуку поймал только. Ну, в начале которую. И тут окуня, да? Семен у нас подэтовался, подустал уже. Мы отправляемся, в общем, сейчас на базу. Ребята собирают свои жерлицы. Вот. Ну и все, выдвигаемся. Рыбу бросать? Рыбу сами положить? Удобно. Так. А давай, по 100 возьмем.
Жарить, конечно, а что? Собираемся на базу. Собираемся на базу с ребятами. Плов приготовить нам. Илюха сегодня вечером сказал, плов будет готовить, да? Да ты чё? О, вообще суперский. Не отличишь оригинал вот этого узбекского плова. Да? Ага. А он на узбека похож, кстати. Да, похож. Да, он, видать, узбек. Видать, узбек. У него в крови, видать. Он в прошлой жизни был узбеком, наверное. А у него папа жесть в Якутии родился. Да? Да. Так что не чужой человек или? Просто я думаю, где-то я его... Где-то я видел. Соседняя улица бегал. Кого-то он мне напоминает, это как-то так, что... Это Кентис Максимов. Это живцы. Можно тебе набраться? Нет, конечно. Здесь скопил обратно на завтра. Ну, поставь туда в ноги зеленый. Домой занесешь. Смотри, у него машина сама заводится. Да. Вот это круто. Вот это сервис. Вот это я понимаю. Мне просто не надо. Что, нормальная вечерочка, ё-моё? Мы 3-4 отпустили. Да? Еще 3 или 4 отпустили. В общем, если учесть то, что сегодня вообще бесклевный день, то этот улов просто отменный, друзья. 3 часа. Просто бомбический улов. Бомбический улов. За 3 часа буквально. Да? Вообще. Да шляпа это, если честно, вообще. О, Мирам чемпион. Это, понимаете, это доля зависти. Завтра будет пик. В общем, друзья, все нормально, поэтому отличная рыбалка. Вот. Пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Всем пока.